Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Стали известны примерные сроки вскрытия реки Лены. Сколько населенных пунктов находятся в возможной зоне подтопления. Здесь оборвались более 20 тысяч жизней репрессированных граждан, в том числе якутян. В Москве почтили память отцов-основателей Якутской республики. А в Нерюнгри День республики провели весело и с пользой. Прошел мастер-класс по якутским национальным настольным играм. Вскрытие реки Лены на территории Ленского района ожидается 9 мая. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев по итогам облета акватории реки в рамках командировки в Ленск. Министр провел совещание по готовности реагирующих подразделений, в котором принял участие и глава республики С.А. Николаев. В Ленске вскрытие реки ожидается ближе к 9 мая, где максимумы уровней воды предполагаются выше нормы на 1 и 1,3 метра, сообщил Евгений Зиничев. Космический мониторинг показал 53 возможных участка ледовых заторов. В готовности к отправке находится 9 оперативных групп. Всего в зону возможного подтопления попадают 169 населенных пунктов в 24 районах и городах Якутии. Для мониторинга гидрологической обстановки спланирована работа 180 гидрологических постов. Для эвакуации запланирована подготовка 250 пунктов временного размещения населения вместимостью более 25 тысяч человек. Продолжаются работы по подготовке к весеннему половодью, и в Алекминске уже провели очистку водостоков. Сейчас ведется подготовка к закрытию шлюзов. Елена Фаст подробнее. Один из наиболее актуальных вопросов на сегодня – подготовка к паводку. В городе Алекминске это дамба, защищающая город при подъемах воды в период половодья. В этом году весна осложняет работы. Стоки перемерзают за ночные минусовые температуры. На сегодняшний день проводятся подготовительные работы к закрытию шлюзов. Подготовка, ведется ремонт, сварочная работа, отдолбление льда, потому что нынче весна очень холодная, и каждую ночь намерзает много льда. Готовим, примеряем, готовимся к воде. К 9 числу, я думаю, что как и ежегодно у нас появляется вода в реке Лена уже под бугор. Я думаю, нынче то же самое будет. Готовность к паводку и есть, отмечает заместитель главы города. При контрольном выезде были осмотрены пункты временного размещения и необходимый инвентарь. Есть наличие раскладушки в количестве 30 штук, постельные, одеяло, подушки и раскладушки. В основном ВПР, ПВР все готовы. Сколько у нас ПВР? 2 ПВР. Это 7-я школа и спортзал «Дружба». основное внимание, конечно же, на дамбу. Несмотря на сложные погодные условия, сильные ветра, снегопад и минус по ночам, работы ведутся. Готовимся, на той неделе будет вода. Будем проверять в балалайке шлюзы на герметичность. Закрывать, смотреть пропускные способности. Пока такие планы. И где-то к 9 мая мы закроем все шлюзы и оставим небольшие водовыпуски для того, чтобы, когда вода придет с реки Лена, уже быть готовым к этому. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На компенсацию стоимости путевок для школьников выделят порядка 5 миллиардов рублей. В Совете Федерации не исключают, что родители, которые уже купили путевки в детские лагеря для своих детей, смогут перебронировать их с 50% скидкой в ближайшее время. Сообщается, что на компенсацию половины стоимости путевок для школьников выделят порядка 5 миллиардов. Мерой смогут воспользоваться родители более 350 тысяч учеников. Вместе с тем, по обычным турам условия по туристическому кэшбэку до конца года будут сохранены. Это возврат 20% от стоимости путевки.
Победители международной акции «Диктант Победы» получат баллы при поступлении в вузы. Испытание намечено на завтра. Миноборнауки России рекомендовала университетам включить мероприятие в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании. Отмечается, что о готовности присоединиться к акции заявили более 30 вузов страны, а также образовательные центры «Сириус», «Орленок» и «Артек». На сегодня завершается разработка тестовых заданий «Диктанта Победы». Как и в прошлом году, для участников подготовят 3 варианта. Один для прохождения онлайн-теста на сайте диктантпобеды.рф. Второй вариант напишут восточные регионы. Третий – европейская часть страны. Приемная комиссия СВФУ в этом году начнет работу с 20 июня. На следующий учебный год университету выделено свыше 4000 бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования. Как будет вестись прием документов? В материале Саргаланы Неустроевой. В прошлом году подача документов в высшие учебные заведения онлайн успешно показала себя на практике, в связи с чем в августе 2020 года Министерством образования и науки России был утвержден новый порядок работы приемной комиссии. Как и в прошлом году, подать документы на поступление будет возможно дистанционно. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса наш университет подготовил и разработал собственный сервис, называется «Личный кабинет абитуриента СВФУ». В прошлом году личный кабинет себя отлично показал, и в этом году мы также его будем использовать. А также наш вуз вошел в список вузов, которые будут участвовать во втором этапе пилотного тестирования суперсервиса поступления в вуз онлайн посредством портала госуслуги. А между тем вопрос о том, что же ожидает тех, кто уже собирается оканчивать учебу в университете, все еще открыт. К сожалению, у многих в прошлом году все торжественные мероприятия по случаю выпускного были отменены, а защита дипломов прошла в формате онлайн. Через месяц посмотрим, да, это где-то обычно у нас проходит в начале июня. Если к этому времени ситуация будет лучше, да, то, наверное, сделаем, с применением всех ограничений, да, может быть, выдачу красных дипломов сделаем офлайн. Но ситуация такая, что на данный момент мы в голове держим, чтобы, как и в прошлом году, онлайн проведем данное мероприятие. Тем не менее, не обходится и без положительных моментов. Как подчеркнул Анатолий Николаев, количество желающих после окончания университета выехать в районы увеличилось на более чем 7%. Кроме того, пандемия также не повлияла и на количество студентов, оканчивающих университет с красным дипломом. А самое главное – подготовить хороших специалистов. Ведь хороший специалист зависит не от цвета диплома, да, от того, насколько вот он получил хорошие навыки, хорошие знания в стенах нашего университета. Сейчас университет делает много, чтобы наши образовательные программы стали как бы практикоориентированными, да, больше ориентированы на наших работодателей. В целом тенденция поступающих в СВФУ положительная. Так, в прошлом году из 8000 абитуриентов, подавших заявки, поступило более 5500 студентов. И это при том, что количество бюджетных мест в прошлом году было меньше – всего 3943. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. В Москве почтили память отцов-основателей Якутской республики, чья жизнь оборвалась в спецполигоне НКВД в Коммунарке в 30-е годы прошлого столетия. В День республики у памятника якутянам, жертвам политических репрессий, состоялся торжественный митинг с участием представителей якутской диаспоры. Памятник нашим землякам был установлен 27 сентября 2002 года по указу президента республики Вячеслава Штырова. За мемориалом круглый год ухаживают служители подворья Свято-Екатерининского монастыря. В списках расстрелянных в Коммунарке Максим Амосов, Исидор Барахов, Гаврил Ксенофонтов и другие. По разным данным, в этой земле находится от 6 до 22 тысяч репрессированных граждан. И вот здесь, на историческом таком месте, на полигоне Коммунарка, где закончили жизнь в те трагические годы, 30-е годы прошлого века, основоположники нашей республики. Вот именно находясь здесь сегодня, испытываешь особые чувства, конечно, гордости. И я думаю, что в ближайшие 10 лет мы можем достичь очень больших, действительно исторических результатов. Для этого нужно только одно условие – мир и согласие в нашем обществе.
Неделя, посвященная Дню Республики, продолжается в Нерюнгри. Для желающих провести время интересно и с пользой был организован мастер-класс по якутским национальным настольным играм. Азам ловкости рук обучилась Ирина Кичигина. Хабылык и Хаамыска – это национальные игры на ловкость рук, которые с 2012 года вошли в соревнования по национальным видам спорта игры Манчары, а с 2019 года в игры Олонхо. Основным инвентарем игры Хабылык являются деревянные лучины, а в игре Хаамыска – это небольшие деревянные кубики. У всех присутствующих была возможность попробовать свои силы благодаря педагогам Республиканского центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, конечно, развивают мелкую моторику и пальцев, это и реакция, это и усердие, это и в то же время это и воля, волевая сфера, насколько нужно быть усердным, насколько нужно быть терпеливым, чтобы вот научиться, во-первых, и в то же время пройти с этой игрой по жизни и уметь передавать эту игру еще и другим. Также с удовольствием ребята соревновались в играх «Тыксан» и «Тырынка». Аналоги этих игр существуют у многих народов мира. Например, «Тырынка» – это что-то вроде игры в бирюльке, а «Тыксан» – игры в камешки. Мы не смогли удержаться, чтобы хоть где-то не поучаствовать. Сейчас я попробую сыграть в игру, которая называется «Охотник». Она развивает глазомер, меткость и мелкую моторику. Здесь есть такие фишки, которые сделаны из костей, которые находятся в хвосте у коровы. Нужно попасть одной фишечкой в другую. Вот сейчас я это и попробую. Молодец. Мимо. У меня было 3 попытки, и все 3 попытки мимо. Но я буду над этим работать. Как оказалось, игры расходуют много энергии. Поэтому здесь же участникам было предложено отведать блюдо якутской национальной кухни. Все участники мероприятия ушли сытые и довольные. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Голосование за номинантов национальной премии «Хрустальный компас» продлится до 30 апреля. Соискателем премии Русского географического общества является и наша компания НВК «Саха». Канал представлен в номинации «Лучшее освещение в СМИ» за межнациональный исследовательский проект «Динозавры вечной мерзлоты-2020». НВК «Саха» выступила в качестве главного информационного партнера проекта и соорганизатора съемок документального фильма «Мой личный дракон». Во время реализации проекта было сделано несколько мировых открытий. В частности, доказано существование ранее неизвестного мира на территории Якутии. Проголосовать за проект можно на сайте ruskompass.ru до 30 апреля 1 раз в сутки. К этой минуте это вся информация. Увидимся на телеканале Якутия-24.